Экстрим по-сыктывкарски. В столице Коми появились дети-моржи. Закаливание холодной речной водой для ребят уже стало привычным делом. Сам проект называется «К школе готов». Его запустила известная в регионе любительница зимнего плавания Лариса Гвардина. С помощью непривычно низких температур она помогает ребятам поднимать иммунитет. Виктория Палкина понаблюдала за оздоровительным занятием на берегу Сысолы, но присоединиться к смельчакам пока не рискнула. Вы должны быть все в купальниках. Все в купальниках? Да. Сразу. В спортивных костюмах, носочки, рукавички, шапочки и сапоги. Все на вас. Небольшой инструктаж перед каждым занятием. Проводят его для новичков. Так уж получается, что каждый раз в этой компании появляются новые лица. Родители приводят сюда детей осознанно. Одни уверены, закаливание принесет только пользу, другие просто знают о любви своих чад к водной стихии. С рождения просто ей нравится вода. Для того, чтобы у нее этой воды было больше, мы ее записали в бассейн. И вот узнали недавно, что есть вот такое мероприятие, как закаливание на природе с помощью воды, моржевание такое называемое. Ребенку очень нравится. Занятие состоит из нескольких блоков. Упражнения на улице чередуют с заданиями в помещении. На берегу для каждого готовят ведро с водой. Температура жидкости 1,5 градуса. А потому необходимо хорошенько разогреть организм. Организатор таких тренировок на побережье – Лариса Гвардина. Она готовится стать дипломированным инструктором по закаливанию. Группа решила открыть как раз по просьбе сыктывкарских родителей. В семье самой Ларисы Гвардиной с холодной водой все на «ты». В копилке ее дочери уже есть погружение в прорубь. Моржеванием она занимается 5-й год. Сегодня девочка в 3-м классе. Иммунитет без боев справляется со всеми нагрузками. Я никогда школу не прогуливаю, потому что не болею. Профилактика лучше всех пилюль. Золотое правило любого моржа. А закаливание, по словам руководителя этой группы, это не только работа с иммунитетом, но и с силой характера. Испытав стресс, дети возвращаются заново, идут на это уже целенаправленно. То есть они готовы психологически к тому, что я заставлю их обливаться, раздеваться, что они будут испытывать вот этот вот холод. Это самая главная закалка характера. То есть то, что мы делаем со своим телом, это гораздо проще, чем то, что мы делаем со своей головой. И я это считаю такими победами и всегда их поздравляю. И прямо горжусь такими детками, которые самостоятельно желают приходить назад. В группе дети от 5 до 11 лет. Только нырнуть в прорубь у них не получится. Тренировки исключительно на берегу. Хотя, если родители этих юных моржей составят им компанию, то это будет уже семейный заплыв. Только готовиться к нему нужно заранее, сейчас, до наступления зимних холодов. Ребята, вот так раз загреваем, как будто в бане, мочалками натираем себя, да? Подходим к ведрам, руки в ведра. Достаем игрушки со дна, выкладываем рядышком. После занятия одну игрушку можете взять с собой, кому чего понравится. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.